Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Пшара. В Центральной избирательной комиссии прошло заседание лингвистической комиссии, на котором было решено ужесточить требования к кандидатам на пост президента в вопросе владения государственным языком. Кандидаты в президенты, сдавшие экзамен по абхазскому языку во время прошлых выборов, не будут повторно его сдавать. На встрече озвучили и даты проведения экзаменов: 27-31 января, 3, 7, 10 и 11 февраля. Согласно избирательному законодательству Абхазии, результат тестирования на знание абхазского языка является документом, обязательным для представления в ЦИК каждым кандидатом в президенты. В состав комиссии вошли профессор Алексей Касланзе, доцент Батал Хагуш, заведующий кафедрой абхазского языка и литературы Диана Аджинджал, профессор Леонид Саманба и главный научный сотрудник Абиги Валентин Кухония. Завтрашний президент, нынешний кандидат в президенты должен владеть государственным абхазским языком свободно. График определен. Мы определили, какие этапы проходит кандидат в президенты. Он должен комиссии, рассказать свою биографию, должен политический текст уметь прочесть и рассказать. Сочинение на абхазском языке на одну страницу изложить. В первую очередь наше требование: в прямом эфире кандидат в обязательном порядке должен выступить на государственном абхазском языке, не иначе. Только так. Это первое наше условие. Все решения протокольно вынесли, протокольно решили мы. Все члены, 5 членов комиссии под расписку пришли к единому мнению. Я впервые участвую, и поэтому мне сложно судить, как смогли в прошлом кандидаты пройти, и при этом вся Абхазия видит, что тот или иной кандидат плохо или вообще слабо владеет государственным языком. На сей раз мы решили ужесточить вот этот барьер. 21 января в Сухуме в районе Турбазы загорелся частный дом. Пожар был локализован пожарными расчетами МЧС. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой спасательного ведомства страны. Пожар в городе Сухум по улице Мушнихвардские, 4. Загорелся частный одноэтажный дом. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 11 часов 25 минут 21 января. К приезду пожарных огонь охватил все чердачное помещение деревянного дома. Пожарным удалось максимально быстро локализовать пламя и не допустить его перехода на соседние дома. В тушении пожара были задействованы 4 пожарных расчета и 1 спасательное отделение ПСО города Сухум. Чердачное помещение полностью выгорело, пострадавших нет. Предварительная версия возгорания – неисправная электропроводка в чердачном помещении. Состоялось собрание инициативной группы, продвигающей принятие статьи 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции и конкурсного подбора кадров на госслужбу. На собрание были приглашены общественные деятели страны, лидеры партий и движений. 20-я статья Конвенции ООН устанавливает контроль за расходами чиновников и вводит понятие незаконного обогащения. Согласно статье, если расходы чиновника значительно превышают его доходы, это может являться причиной отстранения от должности и возбуждения уголовного дела. Во всех цивилизованных странах мира существует законодательство, призванное бороться с коррупцией во власти. По словам членов инициативной группы, необходимость принятия антикоррупционных законов давно назрела и в Абхазии. Коррупция стала проблемой национальной безопасности, это абсолютно точно. Любой человек, который в эту систему оказывается, конечно, он не сможет, как бы он там не был честным и так далее, это все. И поэтому мировой опыт достаточно серьезный есть, как с ним справиться. Там, где коррупция, там нищета и богатство. Это вот если взять индекс восприятия коррупции, там 180 государств, и возьмите благосостояние, тоже есть индекс развития человеческого потенциала, индекс там, ВВП на душу населения, и вы увидите, что есть прямая связь. Коррупция влечет бедноту, конфликты и все такое.
и потеря суверенитета. О необходимости изменения законодательства в части борьбы с коррупцией в нашей стране говорят не первый год, а есть точнее с 2012 года. На протяжении последних лет инициативной группой проведена немалая работа. Благодаря их активной позиции данные законопроекты были направлены в парламент и рассмотрены в 2 чтениях. Вопрос 20 статьи и декларирования чиновниками собственности – это даже не вопрос коррупции, потерь и сворованных денег. Коррупция – это в США, в России. Когда я чиновник, украл и боюсь разоблачения, боюсь попасться. Вот это коррупция. А у нас феодальный строй. Когда чиновник говорит, ничего я вам декларировать не буду, отвечать, откуда у меня деньги, тоже не буду. Не ваше дело, закона этого нету. Не надейтесь, что завтра появится какой-то президент, и он поднимет все коррупционные дела, и все... Ничего подобного. Не будет этого. Без этой статьи никакого рычага на нашу элиту не будет. Во всем мире растет количество граждан, понимающих важность и срочность принятия антикоррупционных законов. А в Абхазии именно сейчас, когда страна находится в преддверии выборов, этот вопрос особенно актуален. У нас требования к парламенту. Незамедлительно принять указ о коррупции, закон о коррупции. Без этого закона это не наша прихоть, это надо не нам. Ни мне, ни тому, ни третьему, ни десятому. Это нужно стране. Во время войны мы врага преодолели, миллионного врага. Мы знали, чего хотим. Это надо было стране. Вот сейчас антикоррупционный закон нужен стране. Его надо принять. На собрании выступили и другие общественные деятели, которые высказались за принятие 20-й статьи Конвенции ООН. Чтобы как можно больше людей узнало о данной инициативе, предлагалось чаще проводить встречи с общественностью, молодежью, представителями различных партий и движений. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. До выборов президента Абхазии депутаты парламента намерены внести ряд поправок в закон о выборах и в закон о распределении полномочий. Народные избранники также планируют принять закон о противодействии коррупции. Об этом было заявлено на брифинге, который провели 21 января оппозиционные депутаты. Кроме того, была дана оценка сложившейся политической ситуации в стране. Все подробности в репортаже Алисы Шамба. Открывая брифинг, депутат парламента Лаша Ашуба выразил благодарность соотечественникам за мудрость и терпение, проявленные в кризисное время. Он также отметил важную роль парламента и Верховного суда, которые взяли на себя ключевую роль в конституционном оформлении кризисной ситуации. Парламент со своей стороны, понимая всю сложность ситуации, отдавая себе, отчет во всей той ответственности, которая возложена в данной ситуации на парламент, как на представителей народа, и учитывая взрывоопасность ситуации, в первый же день, то есть 9 января, принял обращение к президенту Хаджин Бараулю Чумковичу с рекомендацией воспользоваться статьей 65 Конституции Республики Абхазия и добровольно подать в отставку. Как вам известно, это впоследствии произошло. То есть все произошло, не выходя за рамки правового поля. Одной из предпосылок к последним событиям депутат Народного собрания Батал Айба считает поспешное принятие депутатами бюджета 2020 года. По его мнению, ряд социально-экономических вопросов также решались в угоду действующей власти. Депутаты также сообщили журналистам, что до выборов президента Абхазии они намерены внести ряд поправок в закон о выборах и в закон о распределении полномочий. Было также отмечено, что борьба с коррупцией является одной из главных составляющих в улучшении системы государственного управления Абхазии. Именно с этой целью до выборов президента депутаты намерены принять и этот закон. Этот вопрос мы рассмотрели в 2 чтениях, и у нас есть некое джентльменское соглашение с этой инициативной группой, что в текущий год, возможно, это будет до выборов, в весенней сессии мы в окончательном чтении примем этот законопроект, и он вступит в силу уже для нового правительства, для новой власти. В своих выступлениях депутаты парламента поставили под сомнение деятельность Генеральной прокуратуры. Они также заявили, что кризисные события 9-15 января для них не стали неожиданностью. Прокуратура заметила ущерб зданию администрации президента 9 января в размере 300 тысяч рублей, но не заметила тот ущерб, который
нанесла исполнительная власть за предыдущие 5 лет. Да, не заметили нецелевое использование средств 500 миллиарда рублей, не заметили преступления, которые происходили. И на наш взгляд, и основное то, что не заметили отравление лидера оппозиции Аслана Георгиевича Бжаня. После отравления Аслана Георгиевича Бжаня мы, коллеги, полетели в Москву. Прошла неделя, в течение недели не было проведено никаких следственных мероприятий. До того момента, пока депутаты парламента, нас не было, наши коллеги, вызвали Генеральную прокуратуру на работу, все ведомства силовые. И была дана команда полететь в Москву. Только в тот момент они среагировали и полетели в Москву, начали заниматься следственными делами. Но на наш взгляд, на тот момент это просто было пыль в глаза, чтобы защитить тех людей, которые совершили такое преступление. Касаясь темы российско-абхазских отношений, депутат Лаша Ашуба выразил благодарность Российской Федерации за миротворческую миссию в урегулировании внутриполитического кризиса страны. В завершении брифинга депутаты парламента заявили, что главным приоритетом в их деятельности является консолидация абхазского общества и привлечение к строительству государства специалистов вне зависимости от их политических взглядов. Алиса Шамба, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. С 1 января 2019 года в Абхазии начали действовать 2 целевые программы, направленные на обеспечение жильем наиболее нуждающихся жителей республики. За время существования проекта помощь была оказана более чем 50 семьям. Большинство из них получили жилье в Сухуме, Гулрыбском районе и Очимчире. Какие категории граждан могут стать участниками программ и как изменилась жизнь людей с возможностью приобретения жилья на льготных условиях. Репортаж Гугуцы Вардания. В эту уютную квартиру на 2-м этаже многоэтажного дома, расположенного в старом поселке Сухума, Вероника Григолия с 3 детьми заселилась несколько месяцев назад. Раньше о таком и не могла мечтать. Долгое время семья проживала в съемной квартире в поселке Агудзера. У нас не было таких условий, чтобы воспитать детей там, или куда-то отправить, или чтобы кто-то пришел, помогал, потому что дороги у нас там очень были плохие. Когда я услышала, что такая возможность есть, нам, конечно же, помогли. Я начала собирать документы, все сдала. И с помощью этих документов нам вот выделили эту квартиру. Я очень благодарна тем людям, которые помогли нам. Несмотря на свой юный возраст, 7-летняя Мадина очень самостоятельна. Сама делает уроки и присматривает за младшими братьями. На момент приезда нашей съемочной группы один из них был в школе. Мне в этом доме очень нравится. Мы здесь смотрим мультики, и на этом зале мы играем. Вероника Григолия получила квартиру по программе «Жилище-2021», которая работает по нескольким направлениям. Внеочередное предоставление жилья, первоочередное и предоставление в общем порядке. Во внеочередном порядке программой могут воспользоваться инвалиды 2-й группы. В первоочередном – многодетные семьи, а также студенты учебных заведений, которым не больше 25 лет. Также семьи, на иждивении которых есть ребенок-инвалид. На данную программу было выделено 30 миллионов рублей в год. Согласно условиям программы, семьи, получившие финансовую помощь на приобретение жилья, должны вернуть деньги в течение определенного времени. Не вся сумма возвращается, то есть 50 тысяч из выделенной суммы министерство, ответственный орган, как бы сразу вписывает. В договоре указывается общая сумма возврата и ежемесячный платеж. Ежемесячный платеж, он не должен превышать прожиточного минимума сегодня, который есть в Абхазии. То есть это по согласованию с участниками и с ответственным органом заключается соглашение, и на основании соглашения ежемесячно после приобретения жилплощади происходит оплата. Многодетная семья Цвижба получила квартиру в многоэтажном доме в поселке Агудзера по программе обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия. Семья переехала в уютную квартиру всего несколько месяцев назад. Раньше мы жили в Очимчирах, Очимчирский район, село Араду. Вот, дети ходили в школу, в Очимчирскую школу, в интернат. Теперь вот предоставили нам такую возможность переехать сюда, вот с детьми, с семьей, мы здесь и проживаем.
Данная программа отличается от предыдущей тем, что люди, обратившиеся за финансовой помощью, получают ее безвозмездно. На заявителя выдается 500 тысяч рублей и на каждого члена семьи еще по 100 тысяч. Участниками программы могут стать инвалиды первой группы, семьи погибших и пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии, несовершеннолетние дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести, многодетные семьи. Чтобы стать участником программы, нужно обратиться в Министерство здравоохранения и социального обеспечения. После регистрации, комиссия, она заседает не реже 2 месяца раз. После выносится его заявление на комиссию, где комиссия уже принимает решение, а уже на основании решения в программе ответственным органом является Министерство труда, занятости и социального обеспечения. Мы уже, в свою очередь, оказываем им уже финансовую помощь, где сам участник, заявитель точно становится участником, он уже сам вправе подбирать себе жилплощадь на территории Абхазии. Государственные программы по обеспечению жильем некоторых категорий граждан Абхазии были утверждены в 2018 году. За это время крышу над головой получили более 50 семей. Гугут Савардани, Нала Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По информации Гидрометцентра, 22 января в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и вечером возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0,5, днем 3,8 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.